В Анкаре на саммите произошла драка между членами российской и украинской делегации. Арестованные по Кемпирабадскому делу политики и активисты потребовали отставки Садыра Жапарова. Шведские СМИ сообщают о заочном аресте активиста, совершившей поджог Корана у посольства Турции. Над Киевом сбили неуправляемый беспилотник «Байрактар». В Анкаре во время парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества произошла потасовка между членами российской и украинской делегации, об этом пишет «Медуза». Видео конфликта опубликовал украинский журналист Денис Гороховский. На нем представитель российской делегации вырывает украинский флаг из рук депутата Верховной Рады Александра Моряковского. Тот в ответ нападает на него. Об инциденте также сообщило российское агентство ТАСС. В сообщении со ссылкой на источник в российской делегации говорится, что член украинской делегации напал на секретаря делегации Российской Федерации Валерия Ставицкого в коридорах гостиницы, где проходит саммит. О том, что российский дипломат вырвал украинский флаг из рук депутата Рады, в сообщении ТАСС не говорится. Ранее в ходе юбилейного саммита спикеров парламентов стран-участников Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генассамблеи по честь делегации Украины попыталась сорвать выступление российских представителей. В ходе выступления возглавляющей делегацию Российской Федерации депутата Госдумы Ольги Тимофеевой украинская делегация развернула за ее спиной желто-голубой украинский флаг и начала скандировать антироссийские лозунги, сообщает турецкое агентство «Анадолу». Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп попытался остановить украинских делегатов и призвал их к спокойствию, отметили в агентстве. Саммит по честь проходит в Анкаре 4-5 мая. Арестованные по Кемпирабадскому делу политики и активисты потребовали отставки президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Открытое письмо опубликовано в Facebook на странице одного из обвиняемых, бывшего посла республики в Малайзии Азимбека Бекназарова, передает «Медиазона». Авторы обращения к президенту пишут, что в начале Рамазана считали главу государства гарантом незыблемости Конституции, соблюдения прав и свобод человека и обращались к нему с просьбой решить Кемпирабадское дело путем политических переговоров с арестантами. Однако вместо этого доверенные лица президента, генпрокурор Зулушев и замминистра внутренних дел Ашир Ходжаев грубо нарушили принцип презумпции невиновности и, выступая в парламенте 11 апреля, без всяких оснований назвали членов Комитета по защите Кемпирабада революционерами, теми, кто планирует захватить власть силой. Более того, пишут авторы обращения к президенту, в конце апреля текущего года 7 фигурантам Кемпирабадского дела бездоказательно предъявили дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти. Авторы послания объявили президенту общественный импичмент по 7 пунктам. Фигуранты Кемпирабадского дела предупреждают Жапарова, что если он не покинет свой пост, то в Кыргызстане может начаться очередная волна народного недовольства или гражданская война. Прокуратура Швеции заочно арестовала ультраправого активиста партии «Жесткий курс» Расмуса Палуда, известного по январской акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Об этом сообщили шведские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, активист сейчас находится в Дании. Журналисты пишут, что шведские правоохранительные органы начали следствие в отношении Палудана по фактам разжигания этнической ненависти и вражды. Активиста пригласили на допрос в Швецию, но он отказался это сделать. Шведские прокуроры не исключают возможного допроса Палудана в Дании при содействии датской полиции. По информации СМИ, активист на территории Швеции будет немедленно арестован. Сам Палудан в разговоре с изданием Aftonbladet отметил, что приезжать в Швецию ему небезопасно, и уточнил, что согласен на допрос по видеосвязи издании. Официального подтверждения полиции и прокуратуры Швеции о заочном аресте активиста не поступало.
Силы украинских ПВО в четверг вечером сбили в небе над центром Киева беспилотный летательный аппарат, передает Евроньюз. Командование воздушных сил ВСУ заявило, что это был потерявший управление украинский беспилотник «Байрактар». В Киевской области во время планового полета потерял управление беспилотник «Байрактар ТВ-2», говорится в заявлении. Поскольку неконтролируемое пребывание беспилотника в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп, цель уничтожена. Там добавили, что, вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются, пострадавших нет. Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в Соломенском районе столицы возник пожар на первом этаже четырехэтажного торгового центра. По его словам, взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 квадратных метров. Пожар на месте падения обломков беспилотника был оперативно потушен.